Все случилось в 13:20. Работники подрядной организации выполняли по заказу Воркута-Угля демонтаж галереи углеподачи. Так, по сути, называется конвейерная лента от ствола до здания погрузки. В какой-то момент аварийная конструкция теряет устойчивость и с грохотом падает о землю. Мгновение под завалами 4 монтажника. Спасти их, увы, не получается. Потом, как пояснит угольное предприятие, это были сотрудники строительно-ремонтной компании «Спецремэнерго». В Воркуту приехали из Калининграда и Челябинска, работали вахтой, в Заполярье родственников не имели. Галерея расположена на высоте 33 метров, протяженность 90 метров. Обрушение произошло около 23 метров. На момент обрушения галерея была выведена из эксплуатации, проводились ремонтные работы. Предварительные причины случившегося на предприятии заказчики тут же назовут нарушения в технике безопасности. Так ли все просто, выяснять предстоит следователям. По факту гибели 2 и более лиц возбуждено уголовное дело, и соответчиком тут может выступить и сам Воркута-Уголь. По странному стечению обстоятельств, лишь за день до трагедии, официально проинформировавший, что стал участником сертифицированного аудита, подтверждающего, что предприятие выполняет все требования международного стандарта охраны здоровья и безопасности труда. Перед громкими выводами Международная комиссия посетила несколько добывающих участков, не побывав только на Варгашорской шахте. Компании «Воркута-Уголь» будут приняты все необходимые меры по работе с подрядчиками для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Семьи 4 погибших ребят получат единовременную выплату в размере 1 000 000 рублей от фонда соцстраха. Также им будет назначена ежемесячная денежная выплата по утрате кормильца, сообщили на Воркута-Угле. При этом сумма выплаты иждивенцам зависит от среднего заработка пострадавших. Евгения Кладкевич, телеканал Юрган.